Здравствуйте! В эфире информационный выпуск Амши Ушара. Сегодня в программе. В Абхазии началась выдача дебетовых карт «Мир» российским пенсионерам, постоянно проживающим в республике. Государственному музею боевой славы имени Арзенба в Сухуме передали точную копию Знамени Победы, водруженного над Рейхстагом в мае 1945 года. В честь профессионального праздника пожарных 17 апреля прошел открытый чемпионат МЧС по пожарно-спасательному спорту. Президент Абхазии Бадра Гунба утвердил структуру Кабинета министров. По новой структуре у премьер-министра 5 заместителей. В структуре правительства 15 министерств. Внутренних дел, здравоохранения, иностранных дел, культуры, обороны, по налогам и сборам, по чрезвычайным ситуациям, просвещения, сельского хозяйства, социального обеспечения, демографической политики, туризма, финансов, экономики, энергетики, юстиции. В структуру Кабинета министров входит 9 государственных комитетов по государственной языковой политике, по делам молодежи и спорта, по репатриации, по связи, массовым коммуникациям и цифровому развитию, по стандартам, потребительскому и техническому надзору, по статистике, по управлению государственным имуществом и приватизации, по экологии и природопользованию, таможенный комитет. Государственные управления и службы, входящие в структуру Кабинета министров. Ветеринарная служба, инспекция по карантину растений, миграционная служба, архивное управление, управление лесного хозяйства, управление охраны историко-культурного наследия, управление по архитектуре и градостроительству, управление по землепользованию и кадастру, управление капитального строительства. Министерство энергетики и транспорта реорганизовано в Министерство энергетики с передачей его функций и полномочий в сфере транспорта Министерству экономики. Из структуры Министерства сельского хозяйства выделена Государственная инспекция по карантину растений. Управление по государственной языковой политике преобразовано в Государственный комитет. Государственный комитет по экологии переименован в Государственный комитет по экологии и природопользованию. Государственное управление по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству переименовано в Государственное управление по архитектуре и градостроительству. На Министерство экономики возложено осуществление общего руководства деятельностью в отношении Госкомитета по стандартам, потребительскому и техническому надзору. На Министерство сельского хозяйства возложено осуществление общего руководства деятельностью в отношении ветеринарной службы инспекции по карантину растений. Бадра Гунба подписал указы о формировании персонального состава Кабинета министров. Джансух Нанба, Тарас Хакба, Вараздат Минасян назначены вице-премьерами Республики Абхазия. Роберт Киут – вице-премьером, министром внутренних дел. Етер Ажева – руководителем аппарата Кабинета министров. Олег Барцыц – министром иностранных дел. Даур Кофи – министром культуры. Владимир Ануа – министром обороны. Эдуард Будба – министром здравоохранения. Эдгар Беня – министром по налогам и сборам. Хана Гунба – министром просвещения. Саид Губаз – министром финансов. Беслан Джопа – министром сельского хозяйства. Анри Барцыц – министром юстиции. Тимураз Миквабия – министром экономики. Батал Мушба – министром энергетики. Руслан Аджба – министром социального обеспечения и демографической политики. Ахра Анква – председателем Государственного комитета по государственной языковой политике. Нарсол Сангулия – председателем комитета по стандартам, потребительскому и техническому надзору. Кама Гойе – председателем комитета по статистике. Юрий Зухпа – председателем комитета по управлению госимуществом и приватизации. Савелий Читанава – председателем Госкомитета по экологии и природопользованию. Нотар Хеция – председателем таможенного комитета. Саид Свинария – начальником миграционной службы. Демир Гамисония – начальником управления капитального строительства. Анзора Шхацава – начальником управления лесного хозяйства. Умар Цвижба – начальником инспекции республики по карантину растений. Гарик Сангулия – начальником управления охраны историко-культурного наследия. Роман Джопа – начальником ветеринарной службы. Дмитрий Цымцба – начальником управления по архитектуре и градостроительству. К другим новостям. В Абхазии началась выдача дебетовых карт «Мир» российским пенсионерам, постоянно проживающим в республике. В церемонии начала выдачи карт приняли участие президент Бадра Гунба, заместитель председателя ПСБ Михаил Дорофеев и чрезвычайный полномочный посол России в Абхазии Михаил Шургалин.
ПСБ, исполняя поручение президента России и реализуя важнейшую социальную задачу по бесперебойному обеспечению пенсионных выплат россиянам, постоянно проживающим в Абхазии, при поддержке правительства Абхазии и Национального банка республики, в кратчайшие сроки организовал процесс оформления и выдачи пенсионных карт. Теперь пенсионерам не нужно пересекать границу и выезжать в Россию для оформления необходимых документов. Оформление карт ПСБ доступно в 12 отделениях Сберегательного банка Абхазии, учредителем и единственным акционером которого является Национальный банк. В церемонии начала выдачи карт приняли участие президент Бадрагунба, заместитель председателя ПСБ Михаил Дорофеев, чрезвычайный полномочный посол России в Абхазии Михаил Шургалин. Было поручение, и по этому поручению было принято решение президента Российской Федерации. Вышел специальный указ о том, что здесь данная работа с пенсионерами будет перенастроена. Перенастройка это заключается в том, что приняты все решения, что пенсионерам для того, чтобы получать здесь пенсионные выплаты на карточке Промсвязьбанка, не надо никуда выезжать. Банк сам пришел сюда. Мы уже организовали во взаимодействии с правительством, с Центральным банком, организовали работу по выдаче этих карточек прямо на месте. Мало мобильным группам населения банк сам выезжает на дом и оказывает полностью вот такой спектр услуг. Это была особая просьба, и Россия на нее откликнулась, и были соответствующие решения реализованы. Пенсионеры отмечают, что выстроенный механизм получения дебетовых карт на территории Абхазии очень удобный. Конечно, это очень удобно. Людям, у нас есть много людей, которые еще не получили, надо было им выезжать. А очень многие люди еще не ездили, там столько возни, почти целый день люди теряют, не все это могут. И слава богу, что наконец тут начали выдавать. Я рад этому событию. Здесь удобно нам очень получать, не выезжая за пределами, за то, что нам очень трудно. Чтобы получить карту в отделении, потребуется предъявить внутренний либо загранпаспорт Российской Федерации. Лицам, не достигшим пенсионного возраста, но уже получающим пенсию, дополнительно предоставить документ, подтверждающий право на соответствующие выплаты. Передавать заявление на перевод пенсии на карту ПСБ в Социальный фонд России пенсионерам не требуется. Банк это сделает самостоятельно. Президент Бадрагунба назвал очень важной и нужной инициативой по организации выдачи дебетовых карт российским пенсионерам, проживающим в Абхазии. Я считаю, что это беспрецедентное решение вне территории Российской Федерации с учетом обращения поддержать граждан, которые нуждаются в этом. И я благодарен действительно Владимиру Владимировичу Путину за оперативное решение этого вопроса, за те поручения, которые отданы. Благодарен Сергею Владимировичу Кириенко, который на особом контроле это поручение держал. И, безусловно, нашим коллегам, которые реализовывают этот проект. Мы и дальше будем оказывать все необходимые шаги, содействия для той категории, ради которых мы сегодня делаем, для наших пенсионеров, которые уже своими силами съездили в Сочи, получили карты пенсионные. Им все-таки было бы выгоднее получить бессрочную карту, чем ездить потом по окончанию срока этой карты и получать заново. Учитывая, что эта возможность сегодня предоставляется здесь, на территории Абхазии, я считаю, что этим надо воспользоваться. И эта карта могла бы уже создать наиболее благоприятные условия и на перспективу тоже. В Республике Абхазия проживает более 20 тысяч пенсионеров, граждан Российской Федерации. Выдача карт ПСБ позволит им своевременно получать пенсии и выплаты на банковскую карту, осуществлять денежные переводы через мобильный и интернет-банк ПСБ онлайн. В настоящее время выдано более 2000 карт. Стоит отметить, что ранее многие пенсионеры самостоятельно выезжали на территорию Российской Федерации и оформляли карты. Пенсия на эти карты будет поступать, но со временем их лучше обменять на карту для ПСБ, отметил заместитель председателя банка Михаил Дорофеев. Со временем, в течение этого года надо будет это в таком бесшовном режиме поменять. Спешить не надо никуда, не нужно никаких очередей создавать. Если надо, банк сам придет на это. Со временем, да, это будет такая ситуация. Но это не значит, что завтра уже все закончилось, пенсии не платят. Со временем, да. И это будет очень удобно, потому что, как я только что сказал, не нужно будет, это один раз ты сделал, не нужно, Батыр Разумович отдельно обращался к Сергею Владимировичу Кириенко по
этому поводу, что не нужно вот этот ажиотаж, что постоянно куда-то ездить, какой-то надрыв жизненный. Нет, все, вы пришли, один раз получили, вы спокойно живете. Эти карточки такие же, как мы даем на территории Российской Федерации. Один в один. Вы можете пользоваться, граждане, которые их получили, могут пользоваться всем комплексом услуг, которые представляет банковская система Российской Федерации. Это было специальное отдельное решение президента, вот пойти значит, по просьбе Мадразурабовича пойти навстречу и организовать такую вот работу. Чрезвычайный полномочный посол России в Абхазии Михаил Шургалин отметил, что работа по выдаче дебетовых карт ПСБ российским пенсионерам, постоянно проживающим в Абхазии, проходит налаженно и своевременно. ПСБ сделал очень большую работу в преддверии 80-летия Великой Победы. Вы знаете, что Владимир Владимирович Путин своим указом распорядился, чтобы всем ветеранам войны выплатили по 80 тысяч рублей. И этот указ распространяется на граждан, проживающих на территории Абхазии. Карта ПСБ банка бессрочная. Снимать наличные с карты можно во всех банкоматах на территории Республики Абхазия, так и в России. Картой можно оплачивать покупки в магазинах и в сети интернет. Аля Катравш, Алексей Гухава, Абхазское телевидение. В преддверии 80-летия Победы в Великой Отечественной войне Государственному музею боевой славы имени Владислава Арзенба в Сухуме передали точную копию Знамени Победы, водруженного над Рейхстагом в мае 1945 года. В торжественной церемонии приняли участие вице-президент Беслан Бигвава, спикер парламента Лаша Ашуба, премьер-министр Владимир Дылба, руководитель администрации президента Беслан Эшба, посол России в Абхазии Михаил Шургалин, представители Россотрудничества в Абхазии, общественность республики. Государственный музей боевой славы имени Владислава Григорьевича Арзенба пополнил свою коллекцию копий Знамени Победы. События, организованные Россотрудничеством в Республике Абхазия и Музеем боевой славы, символизируют общую историческую память, а также укрепит культурные связи между Россией и Абхазией. В рамках мероприятия в Парке славы состоялось возложение цветов к мемориалу героев Отечественной войны народа Абхазии. Хранить и передавать память о тех, кто спас человечество от фашизма – священный долг каждого из нас. И глубоко символично, что копия Знамени Победы будет храниться в Музее боевой славы нашей столицы, подчеркнул руководитель администрации президента Беслан Эшба, зачитывая приветственное слово от имени президента Абхазии Бадры Гунба. Героизм тех, кто противостоял немецкому фашизму, был примером для их детей и внуков, которым через десятилетия пришлось защищать Абхазию от грузинских агрессоров. Дорогие друзья, мы накануне великого праздника. По всей Абхазии реставрируются памятники и мемориальные доски, посвященные победе в Великой Отечественной войне. В осуществлении этой благородной миссии нам помогает Российская Федерация. И мы все благодарим президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина. Дорогие друзья, поздравляю всех с наступающим великим праздником Победы. Президент Абхазии Мадразурабович Гунба. Копию легендарного знамени, водруженного над Рейхстагом в мае 1945 года, героями Советского Союза Михаилом Егоровым и Мелитоном Кантария директору музея Бея вручил Денис Дементьев, представитель международного движения «Бессмертный полк». Мне выпала особая миссия передать эту священную реликвию, точную копию Знамени Победы, которая в мае 1945-го было водружено над поверженным Рейхстагом и олицетворила собой великую победу. Это память. Память подвига советского народа в борьбе с фашистской Германией. И пока эта память живет в наших сердцах, ничто не забыто, никто не забыт. Священная реликвия займет достойное место в экспозиции зала истории Великой Отечественной войны и станет одним из самых ярких, впечатляющих экспонатов музея, который будет служить делу патриотического воспитания подрастающего поколения. От имени коллектива Государственного музея боевой славы имени Арзенба и от себя лично благодарю Дениса Валерьевича Дементьева, передавшего сегодня нам из рук в руки копию Знамени Победы и инициаторов сегодняшнего события. Представительство Россотрудничества Республики Абхазия за высокое доверие. Благодарю руководство страны, посольство Российской Федерации в Республике Абхазия и всех, кто принял участие в данном высоко значимом мероприятии в сегодняшнем дне.
Свой вклад в победу вложили все народы Советского Союза. Активное участие в войне принимал и народ нашей республики. В годы Великой Отечественной войны более 55 тысяч человек из Абхазии воевали в небе, на земле и море. 17,5 тысяч из них не вернулись, подчеркнул в своей речи посол России в Абхазии Михаил Шургалин. Те традиции, которые были заложены нашими ветеранами во время Великой Отечественной войны, и сейчас поддерживаются, поскольку большое количество добровольцев из Абхазии сейчас сражаются в зоне специальной военной операции и в Курской области, выполняя тот священный долг, ради которого погибли 17,5 тысяч жителей Абхазии когда-то, и сейчас они добивают тех неонацистов, которые, к сожалению, все еще сохранились на этой земле. Передача копий Знамени Победы символизирует общность исторической памяти, уважение к подвигу советского народа и гордость за вклад в победу над фашизмом. Этой акцией Россотрудничество продолжит цикл мероприятий, посвященных победе в Великой Отечественной войне, которые будут проходить в стране в течение года. Передача копий Знамени – это символ нашей общей истории, нашей общей победы. Пусть это знамя всегда напоминает нам о важности единства, мира и взаимопонимания между нашими народами. Пусть оно вдохновляет нас на новые свершения во имя процветания наших государств. Копия Знамени Победы была передана представителям Абхазии на форуме координаторов Бессмертного полка в Москве 7 апреля из рук Ирины Дорожкиной, дочери героя Советского Союза Михаила Егорова, водрузившего Знамя Победы над Рейхстагом, Кундашова и Налгвинджи, абхазское телевидение. Союз писателей Абхазии извещает о смерти писателя, журналиста Заура Будба и выражает соболезнования родным и близким. Будба – автор ряда сборников рассказов и стихов. Им записаны и изданы отдельной книгой рассказы известного в народе старца и юмориста Чагу Чаджба под названием «Похождение Чагу Чадж». Рассказы, анекдоты и легенды. Память о Зауре Расимовиче Будба навсегда сохранится в сердцах его коллег и друзей, говорится в соболезновании Союза писателей. В честь профессионального праздника пожарных 17 апреля прошел открытый чемпионат МЧС по пожарно-спасательному спорту. В нем приняли участие подразделения со всех районов республики. В этом году впервые в чемпионате участвовала команда абхазской топливной компании «Апсна Ойл». О том, как проходили соревнования, в материале пресс-службы МЧС. Первый открытый чемпионат МЧС Абхазии по пожарно-спасательным видам спорта прошел на базе ПСЧ Гулырбчского района. Помимо подразделений спасательного ведомства страны, в нем приняли участие и представители пожарной части при Бзыбском терминале нефтебазы. Первый заместитель министра по чрезвычайным ситуациям генерал-майор Тигран Делибалтян поздравил участников от лица министра Льва Квициния и пожелал успехов в спортивном соперничестве. Состязания состоялись в 3 этапов. Работа со штурмовой и выдвижной лестницами, боевое развертывание, а также преодоление 100-метровой полосы с препятствиями. Упорная борьба шла на всех этапах чемпионата. Участники проявили желание показать свои наилучшие профессиональные навыки. По сумме всех этапов победителем первого открытого чемпионата МЧС стала команда пожарно-спасательной части из Ачамчиры. На втором – сотрудники пожарно-спасательного отряда по охране Сухума и Сухумского района. На третьем – команда из Гулрыбша. По словам руководства МЧС, подобные чемпионаты будут проводиться в республике на регулярной основе. В муниципальном учреждении администрации города Сухум управления образования чествовали победителей ежегодной онлайн-олимпиады по русскому языку. 5 наградили почетными дипломами и вручили памятные подарки. Это учащиеся 3, 7, 2, 14 и 5 школ. Конкурс был организован совместно с Краснодарским региональным отделением общероссийского общественного движения «Россия молодая». В предметной олимпиаде по русскому языку приняли участие 542 ученика. Лучшими из лучших стали только 5. Данную олимпиаду мы проводим ежегодно с 2014 года. За все это время участниками стали
более 5000 человек, более 5000 школьников в Республике Абхазия. Можем точно констатировать, что уровень русского языка, уровень подготовки по русскому языку у ребят растет. Это отмечают наши филологи, жюри данной Олимпиады. Я надеюсь, что и в дальнейшем мы будем также плодотворно работать во благо наших детей. Вот, и у ребят будет прекрасная возможность, это будет замечательным дополнением в ваше портфолио для того, чтобы вы смогли полноценно реализовать ваши лучшие качества. Вы все талантливые ребята, вот, чтобы вы могли успешно их реализовать во благо Республики Абхазия. Хочу поблагодарить за оказанное доверие и признание. Я очень рада поучаствовать в этой Олимпиаде, и для меня это очень важно, меня это вдохновляет. Спасибо. Расскажи, легко было или не совсем было легко? Задания были довольно интересные. Интересно. Справился. Вот твои результаты. Я думаю, что на будущий год ты также будешь принимать участие и получишь такие же результаты. Спасибо тебе, Спасибо. Удачи. Это были тестовые задания, они были довольно интересные, сложные. Это было все-таки в программе класса, школы. Я прошел эти олимпиады. Чему очень рад. Да. Мы благодаря вам пополняем библиотечные фонды. В этом году мы получили учебники по истории России, потому что это было пожелание наших историков. Мы пополняем благодаря вам наши библиотеки, и наши дети будут пользоваться учебниками. В Сухуме продолжаются работы по благоустройству города столичными коммунальными службами. Начался ремонт фасада здания администрации Сухума. Идет замена ливневок на проспекте Аяйра, 144. Подготавливается поверхность для укладки асфальта на улице Титова. Подробности в материале пресс-службы столичной администрации. Здание Сухумской мэрии скоро преобразится. Сотрудники и работники подрядных организаций Горстройпроекта, обученные фасадным работам российскими коллегами, сдают своего рода первый экзамен, продемонстрируют приобретенные навыки на главном здании столичной мэрии. Благодаря ранее достигнутым договоренностям президентом республики Бадрой Зурабовичем Гумба проходят работы по реконструкции многоквартирных домов в городе Сухум. Совместно с нашими коллегами из города Москвы продолжаются восстановительные работы на фасадах многоквартирных домов. На сегодняшний день мы приступили к восстановлению фасада здания администрации города Сухум. Более 150 специалистов Фонда капитального ремонта многоквартирных домов города Москвы уже несколько месяцев находятся в Абхазии. Ремонтируют фасады многоэтажек Сухума и параллельно обучают местных коллег. Сотрудники Горстройпроекта в полном объеме самостоятельно выполняют капитальный ремонт фасада. Мы находимся здесь для того, чтобы осмотреть и провести авторский надзор тех технологий и материалов, которые мы передали в дар организации Горстройпроект. Ребята выполняют работы полностью самостоятельно. Нарушений технологий производства работ не наблюдается. Я думаю, наши коллеги выполнят эти работы с надлежащим качеством. Это, можно сказать, такой экзамен для нас, так как они нас обучили, дали возможность приводить наши фасады в порядок. В дар оставляют еще материал отделочный для восстановления фасада. Вот мы решили применить именно на центральном здании. Сейчас идет очистка фасада от грибка. Затем частично очистят от старой штукатурки. Недостающие элементы фасадной части восстановят и покрасят весь фасад. На объекте работают около 20 человек. На проспекте Аяйра 144 идут работы по замене старых ливневок. Начальник дорожно-ремонтно-строительного управления Дмитрий Ахуба рассказал, что неработающие ливневки приводили к частым подтоплениям близлежащих многоэтажных домов. В дождевой воде некуда было стекаться. Проводятся работы по укладке нового ливневого трубопровода с установкой новых ливневых колодцев железобетонных.
Трубы будут укладываться пластиковой гофрированной диаметром 300 мм, плюс будут установлены бетонные колодцы с чугунными решетками. После укладки новых ливневых трубопроводов приступят к благоустройству тротуарной зоны. По поручению исполняющего обязанности главы администрации города Сухум Агарба Тимура Михайловича были начаты работы по благоустройству тротуарной зоны от улицы Чачпа до улицы Имама Шамиля. Работы включают в себя полную замену ливневой канализации, дорожных бордюров, поребриков, тротуарной плитки 250 квадратных метров и бетонирование парковочной зоны 900 квадратных метров. Будет заасфальтирован еще один проблемный участок дороги в столице. Это часть улицы Титова и улицы Агумава. Сейчас идут работы по подготовке грунта. Снимают остатки старого дорожного покрытия. Приступили к работам демонтажным по грунту с последующей укладкой первого слоя асфальта. Протяженность дороги начинается от улицы Бейгуа-Титова до Агумава. И затем второй промежуток асфальтирования от Агумава до улицы Фазиля-Искандера. Коммуникации на улице Титова уже были ранее заменены, поэтому укладку асфальта планируют завершить в течение недели. Но только если позволит погода, оговариваются рабочие, памятуя о дождливых весенних днях в этом году. Амра Амичба, Мадина Афганба, пресс-служба администрации города Сухум. У Сухумского аэропорта имени Владислава Арзанба появился свой сайт. На сайте можно посмотреть расписание рейсов, получить информацию о нормах багажа, визовом режиме и таможенных правилах. Сайт работает на абхазском и русском языках. И в завершении выпуска о погоде. В выходные дни в Абхазии ожидается переменная облачность. В субботу без осадков, в воскресенье с полудня, в понедельник ночью и утром дождь, гроза, туман. Температура воздуха ночью 7-12, днем 18-23 градуса. Температура морской воды 12 градусов. На этом наш выпуск завершен. До скорых встреч в эфире.